Какие вопросы обсудили на встрече с министром образования и науки Чеченской Республики Идрисом Байсултановым с активом Республиканской организации профсоюза образования? Как проходит всероссийская акция «Марш солидарности» в школах Чеченской Республики? Какие работы в рамках этой акции проводятся членами профсоюза? В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос сферы охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Как проходят семинары, практикумы на тему профессионального выгорания педагогов в образовательных учреждениях Чеченской Республики? Какую помощь оказывают профсоюзные работники педагогам-психологам, чтобы предотвратить данный синдром? Профессионализм педагога. Каким должен быть настоящий специалист? Что он должен уметь в общении с детьми? Какие подходы использовать и как заинтересовать ребенка в ходе урока? В Доме профсоюзов прошла очередная встреча профсоюзного актива региона с министром образования и науки Чеченской Республики Идрисом Байсултановым. В начале своего выступления Идрис Хасаевич поздравил участников встречи с юбилейной датой – 30-летием Общероссийского профсоюза образования и пожелал новых успехов в работе. Министерство образования и науки Чеченской Республики, продолжаю вашим профессиональным практикам. Министр в своем выступлении поделился состоянием дел с педагогическими кадрами в общеобразовательных учреждениях республики, с поставленными министерством задачами по повышению профессионального уровня работников образования и какая работа проводится министерством по отбору кандидатов на руководящие должности. Также рассказал о масштабной работе, которая проводится в рамках дистанционного обучения и совершенствования профессионального уровня учителей. Конечно, отрадно заметить, что министр не просто в курсе, он глубоко погружен в проблемы системы образования. И это человек, он очень четко определил приоритеты и сегодня начал активно использовать новые технологии. Это было очень важно в условиях пандемии. И, конечно же, договорились, что обратили внимание на то, что там профсоюзы на ближайшие перспективы, параллельно защищая интересы членов профсоюза, надо экстенсивировать свою деятельность и на части, значит, повышение мотивации членов профсоюзов на повышение своей квалификации. Министром было отмечено, что вопросы обучения и качественного преподавания во многом зависят от состояния материально-технической базы учебных заведений и не только. Идрис Байсултанов ответил на многие вопросы участников встречи. В начале 2000-х годах купить путевки бесплатно. И отборный на Баки. Завершилась встреча словами благодарности и вручением почетных наград. Встреча была наша запланирована еще до пандемии, но, к сожалению, по этим обстоятельствам она не состоялась. Сегодня Идрис Хасаевич пришел, мы обсуждали проблемы. Первое – это приоритеты, тенденции развития образования на перспективу. Как видит его Идрис Хасаевич и команда, как строить эту работу. Ну и второе, какие меры социальной поддержки дополнительно могли бы оказать нам через Министерство образования. Достаточно все лаконично было, министр ответил на все наши интересующие вопросы. Вот в таком формате наша первая встреча состоялась. Мы наградили Идриса Хасаевича почетным работником профсоюза нашей отрасли. Многообещающие перспективы есть, в дальнейшем будем взаимоотношения устраивать работу по улучшению и образовательной среды, и, конечно, социальных проблем наших членов профсоюза. Общероссийский профсоюз образования с 27 марта по 27 сентября проводит всероссийскую акцию «Марш солидарности», включающую в себя несколько мероприятий. И, конечно же, Чеченская Республика активно включилась в их проведение. Одним из мероприятий «Марша солидарности» является акция «Всесоюзная открытка», которой уделено особое внимание.
Данная акция будет проводиться до конца недели данного месяца. В этой акции участвуют все общеобразовательные учреждения нашей республики, всех 20 районов. Смысл акции в том, что мы хотим поздравить каждого учителя, поблагодарить его за его труд, оказать внимание каждому учителю, директору, заучу, каждому работнику общеобразовательного учреждения, которые принимают участие в воспитании и подрастающего поколения. И также сказать, что профсоюз всегда помнит о каждом своем члене профсоюза, и что каждый учитель должен быть всегда на виду, и профсоюз должен знать, какие у него заботы, печали и проблемы. Специалисты Рессовета оформили и разослали во все представительства почтовые открытки «30 лет вместе». Затем районные представители сделали рассылку в первичные профсоюзные организации, и они, в свою очередь, распространили ее среди учеников, которые заполняли открытку с посланиями своим любимым учителям. Акцию дети восприняли с удовольствием, они приняли участие в этой акции, с радостью, с охотой они вовлеклись в эту работу. Когда раздавали открытки, даже был некий такой интерес, проявился у детей, и было видно, что такое огромное желание детей какое-то сказать доброе слово и что-то передать именно через эту открытку своим уважаемым, любимым учителям. Данные акции проводятся во всех средних образовательных учреждениях республики. Профсоюзная организация также побывала и в Биной-Веденской школе, где перед началом заполнения открыток председатель первичной профсоюзной организации кратко ознакомил учащихся с историей профсоюза, а также рассказал о деятельности Общероссийского профсоюза образования и республиканской организации. Чем же занимается наша профсоюзная организация? Профсоюз вообще впервые появился за рубежом в Англии, а у нас он появился в 1905 году. Как вы думаете, почему профсоюзы зародились за рубежом, а не у нас? Потому что экономика была у них лучше. Молодец. У них была экономика, у них были производства. А у нас до 1861 года Россия была аграрной страной. В акции приняли участие более 300 общеобразовательных учреждений, где задействованы были все кураторы и председатели первичных профсоюзных организаций, и подготовлено более 20 тысяч открыток. С помощью подобных акций можно будет донести до учащихся значимость профсоюза в жизни каждого человека. Правда ли, что всем, кто получает какие-либо социальные выплаты на банковскую карту, необходимо перейти на карту МИР, и что в противном случае выплаты начисляться не будут? Правомерно ли это? Да, это правда, и это правомерно в силу федерального закона о национальной платежной системе и постановления правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года за номером 1466. Пенсии и иные социальные выплаты с 1 октября текущего года должны перечисляться на карты МИР. Соответственно, тем получателям выплат, которые используют карты иных платежных систем, следует до этого времени заменить их на МИР. Данное требование касается только граждан, получающих пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем, таких, например, как MasterCard или Visa, и не распространяется на тех, кому выплата зачисляется на счет по вкладу или доставляются почтой. Для них с 1 октября текущего года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше. На сколько дней работодатель имеет право задерживать выдачу заработной платы? Работодатель не имеет права задерживать заработную плату ни на один день. За задержку зарплаты работодателю грозит не только материальная, но и административная или даже уголовная ответственность. Последнее может наступить, если организация не выплачивает заработную плату больше 2 месяцев или будет доказано, что работодатель умышленно не платил зарплату сотрудникам с целью получения личной выгоды. Сроки и порядок выдачи заработной платы установлен 136 статьей Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно этой статье, оплата труда должна производиться минимум дважды в месяц. В каждой организации должны быть установлены четкие сроки перечисления оплаты труда. Они должны быть прописаны как минимум в одном из 3 следующих документов: трудовой договор, коллективный договор или правила внутреннего трудового распорядка.
За задержку заработной платы работодатель обязан выплатить своим работникам компенсации за каждый просроченный день в соответствии с 236 статьей Трудового кодекса. Имеет ли право директор школы накладывать денежный штраф работнику за дисциплинарный проступок? Нет, не имеет, потому что законом штраф не предусмотрен. Трудовой кодекс содержит два вида ответственности, которые работодатель может привлечь работника. Это дисциплинарное замечание, выговор, увольнение и материальное. Все остальные меры ответственности незаконны и применять их не вправе. Не может работодатель и смешивать разные виды ответственности. Например, наказывать материально за совершение дисциплинарного проступка. Такого понятия, как штраф, как уже было сказано, в трудовом законодательстве не содержится вообще. Существует только понятие материальной ответственности, которое может быть возложено на работника для возмещения ущерба, нанесенного работодателю. Это могут быть расходы, например, на приобретение уничтоженного по вине работника имущества. Профессия учителя требует железного терпения и твердого характера, ведь им приходится искать подход к каждому ученику индивидуально, и поэтому психологическая разгрузка наставникам просто необходима. Так, специалистами Рессовета продолжаются организации по оказанию помощи в психологической разгрузке учителя. Очередной семинар-практикум по теме «Профессиональные выгорания педагога и как предотвратить синдром» по обучению педагога-психолога образовательных учреждений республики состоялся на базе Гудеремесской и Биной-Веденской школ. Сегодня состоялся очередной семинар с педагогами-психологов Ножеюртовского района. Семинар состоялся в живописном месте Биной-Веденской школы. На семинаре присутствовали педагоги-психологи района. Семинар прошел в два этапа. В первом этапе у нас сделали большой акцент на теоретическую часть, и вторая часть была сделана на практическую. В этой школе профсоюз образования открыл комнату психологической разгрузки, и в этой комнате уже в последующем, когда мы проводили практическую часть, в этой комнате ознакомили всех участников с оборудованием и провели релаксационное упражнение, показали своего рода мастер-класс был, где они получили навыки работы с синдромом профессионального выгорания, как с этим бороться, то есть мы разбирали стадии профессионального выгорания и как с этим синдромом проводить работу. Семинар проходил в два этапа – это теория и практика. Главный технический инспектор по охране труда и здоровья Рустам Мусаев познакомил участников с методическими рекомендациями по снятию стресса и напряжения. Также показал, как на практике применяются игровые элементы для снятия стрессовой ситуации. Также на семинаре говорилось о целях и задачах профсоюзных кружков. Психологам порекомендовали использовать игры для проведения тренингов с учителями. Сегодня в Гудеремесской средней школе номер 5 проводится семинар «Профилактика профессионального выгорания педагогов». Эта тема очень актуальна, особенно на сегодняшний день в связи с последними нашими событиями. В каждой школе Гудеремесского района работает психологическая организация, то есть педагоги. Они работают не только с детьми, но и с педагогами, потому что так же, как и детям, педагогам нужна поддержка. Семинар получился, на мой взгляд, и на взгляд всех педагогов, очень продуктивным, интересным. В ходе семинара провели и анонимное тестирование, чтобы понять, находятся ли педагоги на грани профессионального выгорания. Продолжился семинар в комнате психологической разгрузки. Здесь провели аутогенную терапию, применяя различные воздействия природных явлений, чтобы помочь расслабиться и снять напряжение, накопившееся за целый день. Сегодня я участвовала на семинаре для педагогов-психологов на тему профессионального выгорания.
Что я получила, что для меня было очень важно, это, конечно же, получить информацию, которую я непосредственно смогу использовать у себя на работе. Такие семинары я считаю большим подспорьем как для начинающих педагогов-психологов, так и для психологов со стажем. Первый учитель в жизни каждого человека играет большую роль. Ведь именно он учит нас азам письменности и чтения. С ним связаны самые трепетные воспоминания из школы. Но как же один учитель справляется с целым классом? Как каждому находит подходы, как справляется с нагрузкой? Конечно же, для этого ему в первую очередь нужно любить свою работу и иметь крепкие нервы. Одним из таких фанатов своей работы является Асет Алтамирова, учитель начальных классов. В школе номер 1 села Чхой-Мартан я работаю уже 10 лет. С первых дней коллектив этой школы очень тепло принял меня. И в лице своих коллег я встретила много наставников. Я очень рада, что работаю в этой школе уже много лет, бок о бок с такими профессионалами своего дела. Я считаю, что современный учитель должен идти много со временем и постоянно учиться чему-то новому. Любой молодой учитель, он человек, который должен быть интересным, понимающим, любящим свой предмет, владеющим современными технологиями и также умеющим подобрать подход к каждому ученику. Чтобы быть профессионалом своего дела, нужно постоянно учиться работать над собой, заниматься самообразованием. Главными качествами молодого учителя, успешного, я считаю стрессоустойчивость, толерантность, тактичность и мобильность. Школу Асет окончила в Ставропольском крае, в 2007 году переехала в республику. В 2014 году окончила Чеченский государственный педагогический университет, на то время институт. И в текущем году является выпускницей аспирантуры по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования». Также прошла многочисленные курсы по повышению квалификации. У Асет свои методы и подходы к проведению уроков. В своей работе я использую интерактивные методы обучения. Они предполагают активное взаимодействие учеников и учителя в режиме диалога. Суть интерактивных методов заключается в том, что они ориентированы на широкое взаимодействие не только учителя с учащимися, но и на взаимодействие учащихся между собой. Целью таких методов является создание комфортных условий для работы детей в классе, чтобы каждый ребенок почувствовал себя успешным. Такой метод проведения уроков ведет только на пользу детям, уверен педагог. Ребята, на прошлом уроке мы с вами говорили о единицах измерения. Давайте вспомним, о какой единице измерения мы с вами говорили. Так, на линейке мы с вами смотрели. Это у нас 10 сантиметров, 20 сантиметров, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Теперь, кто мне скажет, только руку поднимаем, 100 сантиметров, это у нас какая единица измерения? Пожалуйста, Байсангур. 100 сантиметров – это 1 метр. Асет участвовала во многих конкурсах и мероприятиях, где занимала призовые места. Это видно по ее многочисленным наградам. Так, в 2016 году она стала финалисткой республиканского конкурса «Молодой педагог». В 2018 году стала призером районного конкурса «Учитель года» и участником республиканского конкурса с одноименным названием. Алтамирова Асет Саидалиевна, наш работник, молодой специалист, очень грамотный. Начинала она в нашей школе организатором. Сейчас работает учителем начальных классов, очень хорошо работает. Она победитель нескольких региональных и участвовала во всероссийском конкурсе. Молодой учитель и очень грамотный, креативный работник. Хотелось бы, чтобы молодежь, вот такая вся нынешняя, была как наша Асет. Грамотная, нохчиматлач, гылкдолш, өзд, шагулилу диез хуш, ваккачаца, кегичаца, бешеслилу диез гылк хуш, ишт, бикбелу Асет.
Профессия учителя – это трудоемкая, сложная работа, требующая много времени и сил. Педагог – это отчасти и психолог, и воспитатель, и просто человек, от которого зависят наши дальнейшие знания. Что он нам даст, чему научит, это мы и заберем из стен этой школы. Так давайте скажем спасибо всем нашим учителям за время и силы, потраченные на нас, и за те знания, которые они нам дали.